Добрый вечер, уважаемые сограждане. Я хотел бы сказать несколько слов по текущей ситуации, которая сегодня была в Центральной избирательной комиссии. После дня голосования 15 февраля наш штаб провел анализ. На это ушло несколько дней, мы собирали материалы, и только вчера мы получили доступ к дополнительным спискам. Соответственно, мы все это свели, и те вопросы, которые сегодня были озвучены, они получили свою актуальность. Сегодня, учитывая напряженность ситуации, нам очень важно провести выборы максимально прозрачно и честно. Мы добиваемся именно этого. Почему и встал вопрос о видеофиксации? К примеру, в Российской Федерации на всех избирательных участках стоят камеры видеонаблюдения, что позволяет гражданам видеть процесс голосования и отсутствие каких-либо махинаций и подтасовок. Но учитывая техническую составляющую, да, до дня голосования осталось не так много времени, сделать стационарные камеры видеонаблюдения на каждом участке не представляется возможным. Но сегодня есть, у каждого наблюдателя есть свой телефон, смартфон, он может производить видеосъемку. Я думаю, что люди, которые заинтересованы в прозрачности выборов, они против этого возражать не могут. Тем более, что по закону это не запрещено. Человек заходит в кабинку, голосует за кого считает нужным. Этот процесс нельзя фиксировать, фотографировать или снимать видео. А все остальное, как работает участковая комиссия, как производится подсчет голосов, все это можно по закону фиксировать на видео. Если кого-то это смущает, тогда у меня вопрос к ним. Почему, друзья, вас это смущает? Это первое. Второе. Что касается выступления депутата парламента Леонида Лагербая о том, что якобы наш штаб хочет сорвать выборы. Это неправда. Мы выборы сорвать не хотим. Мы хотим, чтобы выборы прошли максимально прозрачно и честно. Еще раз повторяю. Но я хочу Леониду Ивановичу, которого я уважаю, напомнить его же слова, которые он произносил на пороге администрации президента в 2020 году, когда он говорил, что выборы без их кандидата просто не состоятся. Мы такую риторику себе не позволяли, не позволяем и позволять себе не собираемся. Отдельно хотел бы выразить слова благодарности всем членам избирательных комиссий по всей Абхазии. Это люди, которые работают на общественных началах, им никто зарплату за это не платит. Это люди, которые делают эту работу добровольно. Но при этом вот здесь целый ряд вопросов практически по 28 округам. Это же мы не придумали, это каким-то образом произошло. Мы хотим добраться до истины, добраться до правды, и чтобы на втором этапе голосования 1 марта, чтобы такого рода вещи не происходили. Например, есть факты, когда мертвые люди голосовали на участках. Как такое произошло? И мы сегодня видим, что уже некоторые члены избирательных комиссий выпускают видео, комментируют наше сегодняшнее обращение. Здесь несколько вопросов сразу возникает. Почему эти видео появляются на информационных ресурсах одного из кандидатов? Не предвзяты ли эти члены избирательных комиссий? А вот не предвзятые или предвзятые эти члены избирательных комиссий выяснить очень просто на самом деле. Мы сегодня обратились в Генеральную прокуратуру с перечнем всех этих вопросов. Более того, мы будем просить исполняющего обязанности президента, чтобы он дал поручение силовикам, а именно службе государственной безопасности, для того, чтобы определить, существуют ли прямые контакты членов избирательной комиссии, в том числе тех, кто сегодня выступал с штабами одного из кандидатов. Есть ли какая-то, это же легко очень проверить, есть телефонная связь или иная связь. Это все можно проанализировать и дать оценку. Если нет прямой заинтересованности, если нет какого-то намерения обмануть наших граждан, ну, конечно, все вопросы будут сняты. Естественно, здесь целый ряд вопросов, которые возникли, они могут носить и технический характер тоже. Мы это понимаем, когда люди работают 12 часов без остановки, конечно, что-то можно перепутать. Но когда это носит массовый характер, это вызывает сомнения. Например, в одном из сел Гулрипского района, в одном из армянских сел Гулрипского района явка составила 100%. Я думаю, что уже
сама эта информация вызывает очень большие вопросы. Поэтому мы во всем этом разберемся. Я уверен, что и силовые структуры, и специальные службы тоже приложат определенные усилия. Мы все заинтересованы лишь в одном. В том, чтобы выбор абхазского народа был беспрепятственен. То есть никакие технологии, никакие подтасовки, все, что возможно сделать, мы сделаем. И 1 марта мы сделаем все для того, чтобы выборы состоялись в спокойной атмосфере, но при этом максимально прозрачно. А все остальные обвинения, которые звучат от разного рода политических организаций, там один из экс-председателей Центральной избирательной комиссии тоже сегодня выступал, говорил, что 20 лет эта вся работа налажена, и все идет хорошо, но у меня возникает вопрос тогда, почему за эти 20 лет практически ни одни итоги выборов никто не признавал. Есть проблемы, и давайте вместе эти проблемы решать, для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том выборе, который сделает абхазский народ. Спасибо.